Мы всегда знали о том, что Россия не является никаким демократическим правовым государством. Но каждый раз мы получаем все новые и новые тому подтверждения. Вот на днях Совет Федерации принял поправки к закону, в которых сказано, что теперь в структуру МВД будут приниматься люди с уголовным прошлым. Но те, как там написано, кто погасил свою судимость. Речь идет о так называемых героях СВО. Ничего в этом удивительного нет. Эти герои СВО, уголовники, насильники, педофилы, воры и грабители, пришли в наши школы и убийцы, и работают с нашими детьми. Их назначают на министерские должности, и теперь, вот, значит, они будут охранять правопорядок. Они будут защищать права граждан. Интересно, как это будет выглядеть на практике. Еще пока я не видела ни одного комментария со стороны полицейских, со стороны добропорядочных граждан, да, которые 20-30 лет отдали службе, работе в полиции, отдали охране закона и правопорядка. Еще пока не слышала, но было бы интересно очень послушать и посмотреть на их реакцию, когда они в рядах своих новых коллег увидят тех людей, которых они ловили и добивались того, чтобы эти люди были наказаны. И вообще потом было бы интересно посмотреть, как будет выглядеть организация работы этих людей. Педофилы будут ловить педофилов, а мошенники будут работать в каких-нибудь отделах по экономическим преступлениям. Вообще, как это будет выглядеть на практике, было бы тоже интересно посмотреть. Или их, наоборот, будут менять местами. Педофилы будут работать в УБЭПах или в ОБЭПах, как они сейчас называются, да, а мошенники будут работать по каким-нибудь делам, связанным с убийствами. Вот. Или всех в ППС отправят, да. Было бы очень интересно посмотреть, как это будет выглядеть. Пришел вот такой новый сотрудник полиции, допустим, да, в дом к жертве преступления. И что он ей сказал? Вечер в хату. Я просто не представляю. На самом деле это очень печально. Вот смех смехом, да, но то, что происходит, это отвратительно. Это отвратительно. Это мы все говорим о том, что вот дно, вот очередное дно пробито, но, по-моему, это вообще самое днище того, что могут сделать российские власти. Я вот к якутянам обращаюсь. Вы потерпите такое? Те, кто проработал 20-30 лет в полиции, в МВД, потерпите ли вы такое? Как вообще к этому относитесь?